Сегодня мы говорили о том, что, к сожалению, это как бы мнение не только гражданского общества, это мнение и некоторых международных институтов, в частности и Комитета ООН по правам человека, о том, что Офис уполномоченного по правам человека не является независимым институтом. И вот одна из рекомендаций как раз-таки касалась того, чтобы этот институт был более независимым в принятии каких-то решений. Другая проблема касается того, что, к сожалению, по некоторым кейсам, по пыточным кейсам, по которым работают члены коалиции против пыток, мы не всегда видим, скажем, такого эффективного реагирования на какие-то отдельные нарушения прав человека. И сегодня в своем выступлении я вот как раз-таки несколько примеров приводила, когда родственники жертв пыток обращались в Офис уполномоченного по правам человека с тем, чтобы получить какую-то помощь. К сожалению, либо в одном случае, либо граждане не получали эту помощь, и в другом случае, когда жертвы обращались с обращением в Офис уполномоченного по правам человека, эти обращения перенаправлялись в Генеральную прокуратуру. И, конечно, мы хотели бы и призываем нашего уполномоченного по правам человека, чтобы именно на какие-то очень серьезные нарушения прав человека, по каким-то очень громким делам, связанными, скажем, например, с пытками или с какими-то другими нарушениями, чтобы со стороны уполномоченного оказывалась более какая-то эффективная помощь и была какая-то реакция, и эта реакция она должна быть публичной, с тем, чтобы об этом знала общественность.